Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня наш вебинар посвящен формированию основ безопасного поведения детей в быту, социуме и природе. Тема, в общем-то, не новая, поэтому очень детально мы ее рассматривать не будем, остановимся только на некоторых моментах и больше мы обратим внимание на то, ну, в общем-то, на обзор образовательных программ, которые существуют в настоящий момент, и какие разделы там выделяются, на что, в общем-то, больше обращается внимание в современных программах. Напоминаем, что безопасность жизнедеятельности человека – это, в общем-то, либо сохранность, либо минимизация риска для угрозы жизни или здоровью человека. Тема, естественно, она актуальна в любые времена, потому что еще задолго до рождения ребенка взрослый начинает задумываться о его безопасности. Для того, чтобы, в общем-то, выносить малыша, тоже мама много времени думает о том, что можно есть, что нельзя. Ребенок рождается, мама тоже начинает задумываться, что же сделать правильно, что же сделать так, чтобы ребенку было как можно лучше и чтобы ему было как можно более безопасно. Ребенок встает на ножки, начинает двигаться самостоятельно, и спектр опасностей становится еще все больше и больше. В общем-то, чем старше, наверное, мы становимся, тем больше внимания мы обращаем на безопасность себя и окружающих людей, а особенно если это детки рядом с нами. А, Также следует отметить, что в связи с сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусом, да, с распространением его, не забываем о том, что необходимо в общественных местах пользоваться масками, перчатками, дезинфицирующими средствами. В общем-то, большая роль здесь отводится соблюдению культурно-гигиенических навыков. Хотя вроде культурно-гигиенические навыки, да, безопасность. Иногда мы не сводим эти два понятия, а данная ситуация нам еще раз и еще раз говорит о том, что эти два фактора взаимосвязаны и необходимо в первую очередь на них обращать внимание. Напоминаем, что в стандарте федеральном государственном образовательном прописано следующие задачи, что мы должны соблюдать нормы, правила. Опять же, в рамках коронавирусных ситуаций нормы, правила у нас немножко изменяются, немножко ужесточаются, да, и, следовательно, и наши задачи образовательные тоже несколько корректируются. Но, тем не менее, основная формулировка остается та же самая. Это соблюдение норм, правил поведения в интересах человека, семьи, общества и государства в целом. Сформирование самостоятельных навыков, в том числе в рамках культурно-гигиенических, соблюдения их. Ну и, в общем-то, безопасность написано в различных программах, каким образом необходимо на что уделять внимание. Напоминаем, что программы размещены в навигаторе образовательных программ на сайте Федерального института развития образования. И есть комплексные программы, есть парциальные программы, в которых есть те или иные разделы, посвященные безопасности детей. Мы сегодня с вами об этом как раз и поговорим. Очень подробно рассказывается о том, каким же образом сохранить безопасность и как чему уделить внимание в рамках безопасности в программе «Детский сад. Дом радости». У нас в республике всего один детский сад работает по данной программе. Он находится в городе Ухта. И по данной программе разработано огромное количество методических комплектов. По данной программе прямо детально расписаны конспекты образовательной деятельности, что позволяет педагогу очень четко следовать программе и, в общем-то, соблюсти все нормы, которые заложены авторами данных программ. На что следует здесь обратить внимание, что
Данная область, да, то есть раньше было, если вспомнить ФГТ, отдельно была область по безопасности, сейчас такого нет, такой области отдельно. Сейчас у нас область называется в данной программе, допустим, социально-коммуникативное развитие. И уже со второй младшей группы, то есть для детей с 3-4 лет, существует такой раздел, как техника безопасности в детском саду и дома. И на слайде у вас представлено, что очень подробно расписаны все задачи, которые только можно предположить, ну, в окружающей мире, то есть и в быту, и во время игр, и как должны детки действовать как пассажиры или как пешеходы. Но, как правило, это, конечно, еще, если мы здесь видим раздел в детском саду и дома, то, как правило, это во время игр. Как дети проявляют себя в игре и что мы можем увидеть. Правильно они в игре ведут себя как пешеходы или как пассажиры, или неправильно. И, в общем-то, в игровой деятельности все это мы можем скорректировать безболезненно для детей. А, Следующее, со средней группы. Мы видим, что раздел вроде подраздел называется вроде точно так же «Техника безопасности в детском саду и дома», но мы видим, что добавляется правила поведения в общественных местах. А, вот если понаблюдать за окружающим миром, да, и вот вы выходите после работы на улицу и смотрите, как же ведут себя детки, то очень часто мы видим не совсем, скажем так, адекватное поведение детей в общественных местах. А но на что нужно, естественно, обращать внимание. Взрослые не всегда сами, вот близкие взрослые, это родители, как правило, бабушки, дедушки, не всегда сами реагируют вовремя на то, как детки себя ведут. А это, конечно, все усугубляет данное поведение ребенка, потому что мы еще со школы помним, что есть а, условные рефлексы, то есть их закрепление. И если один раз ребенку было позволено вести себя как попало в общественном месте, то значит и за это ему ничего не было, то значит в следующий раз он попробует себя вести абсолютно точно так же. А, Нам, конечно, в школе рассказывали это несколько совершенно по-другому, да, условные рефлексы, что, допустим, когда мы сделали, у нас с левой стороны была лампочка, точнее, выключатель, мы подходили всегда с левой стороны, выключали свет, но вдруг мы сделали ремонт, и выключатель стал с правой стороны. Мы по привычке приходим в левую сторону и пытаемся там что-то нащупать, выключать или выключить свет, да, или включить. Это то, что обычно в школе рассказывают. На самом деле наш социальный мир, он тоже связан с условными рефлексами. И поведение, которое ребенку необходимо прививать, нужно показывать его постоянно, систематически и одним и тем же буквально образом, потому что чтобы ребенок запоминал, что можно вести себя только таким образом, а какие-то, чтобы негативных последствий уже не было. Если вы, допустим, хотите, чтобы ребенок, ну, допустим, не ругался в общественных местах, вы, в общем-то, в первую очередь точно так же себя и должны вести, потому что ваше поведение зачастую передается на ребенка. Мы знаем, что дети у нас быстро все перенимают, и им кажется, что если взрослый так ведет себя, то это, в общем-то, правильно. Хотя мы сами знаем, что это далеко не всегда так. Также в средней группе здесь добавляется подраздел программа приобщения воспитанника к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений. Мы чуть-чуть ниже посмотрим его. И овладение правилами безопасного поведения в окружающем мире. Вот как раз программа, которая только что озвучена была, общение со сверстниками и взрослыми. Здесь в первую очередь выделяется внимание на то, как общаться, да, друг с другом, что можно сказать, что нельзя сказать, как проявить внимание именно в словесной форме, каким образом нужно распределять обязанности, как уметь договариваться друг с другом, пользоваться мимикой, жестами, различной интонацией. Ну и, в общем-то, доброжелательно относиться к окружающим, ну и ко взрослым, и к сверстникам, естественно, слушать взрослых.
Следующая подпрограмма — это все еще средний возраст. И обратите внимание, да, насколько подробно в данной программе расписано данное направление. Подраздел — программа овладения правилами безопасного поведения в окружающем мире. И здесь опять же несколько пунктов. И собственное здоровье, и здоровье окружающих, и техника безопасности в саду и дома. В общем-то, она в более таком усложненном варианте по сравнению с младшим возрастом. И опять же, поведение в транспортных средствах, и на улице, и в природе. Обратите внимание, что в природе не было сказано в предыдущем возрастной группе. Старшей группе добавляется умение пользоваться бытовыми приборами. И уже сам ребенок должен демонстрировать безопасное поведение пешеходов. Ну и некоторые моменты здесь указаны, опять же. А, Кроме того, ребенок должен знать элементарные правила оказания первой помощи. Не во всех программах на это уделяется внимание, но данная программа вот позволяет взрослому уделять на это время. В старшей группе, кроме того, что в социально-коммуникативной области, да, еще также в области познавательного развития тоже присутствует отдельная программа овладения ребенком правилами безопасного поведения в мире собственное здоровье и здоровье окружающих. То есть мы видим, что уже в нескольких образовательных областях на безопасность уделяется огромное внимание. То, допустим, такие мелочи, которые не прописаны в других программах, не засовывать мелкие предметы в ушки, в носик, да. Мы обычно просто детям всегда в обычных режимных моментах об этом говорим, а в программе об этом ни слова нет. А данная программа уделяет внимание даже таким мелочам, казалось бы, мелочам. Тоже в старшем возрасте техника безопасности в детском саду и дома, безопасное поведение на улице, в транспортном средстве. Но здесь мы видим, что уже дети должны понимать, что всегда нужно находиться в детском удерживающем сидении, чтобы быть пристегнутым, и чтобы они уже постепенно начинали обращать внимание, а пристегнуты ли их взрослые, мамы, папы, бабушки, кто находится с ними рядом в машине. То есть навыки постоянно у детей совершенствуются. Безопасное поведение в мире природы. Здесь что мы видим? Что уделяется внимание в том числе и безопасному поведению в экстремальных и сложных ситуациях, типичных для того или иного времени года. Допустим, пожар или гроза. Как себя вести ребенку в той или иной ситуации. Очень часто, когда пожар, дети у нас прячутся и залазят в какие-нибудь шкафчики, под столы, под диваны, что категорически недопустимо, да, поэтому мы, конечно, и по другим программам об этом говорим, но тем не менее, допустим, мы не говорим, как нужно вести себя при гололеде, только если уже ребенок у нас на прогулке случайно упал. При наводнении, ну, как правило, мы тоже об этом не говорим в других программах, потому что ситуации у нас таких жизненных не всегда возникают. Только если детки живут в сельской местности и недалеко от воды, тогда они, конечно, это могут реально увидеть, с этим толкнуться. Но, тем не менее, программа говорит о том, что об этом знать надо, потому что неизвестно, вот мы сегодня живем здесь, а завтра, может, мы куда-то переехали, а детки должны об этом знать, чтобы правильно себя вести. Меры предосторожности в опасных ситуациях, допустим, при укусах насекомых, при ушибах, при кровотечениях. Ну, то есть мы видели один из пунктов — это знание правил первой медицинской помощи, как оказывать. В подготовительной группе мы видим, что по данной программе большое усложнение идет. Это и знание номеров телефонов, и умение ими пользоваться, но детям нужно сразу объяснять, что мы пользуемся только действительно в экстремальной ситуации, а не тогда, когда мы в игровой деятельности вдруг придумали, что у нас там какая-то чрезвычайная ситуация. В таком случае мы, конечно, не должны пользоваться настоящими телефонами для сообщения службам безопасности и в МЧС, и в пожарку, и в скорую, да, что есть такие у нас ситуации. Хотя по факту действительно бывает так, что дети, настолько впечатлившись
с какими-то экстремальными ситуациями в игровой деятельности, начинают звонить по абсолютно реальным телефонам, и приезжает и скорая, и полиция, и пока уже полностью не проверят все здание, конечно, никуда не уходят. Но детям нужно об этом постоянно напоминать, потому что иначе в противном случае идут штрафные санкции, и достаточно серьезные, и они могут быть наложены либо на детский сад, либо на родителя того или иного ребенка. А, Дальше, что еще в данной программе и в подготовительной группе предусмотрено? Это раздел «Собственное здоровье и здоровье окружающих». А, Здесь уже больше обращается внимание даже на то, чтобы понимать, насколько хорошо или плохо себя чувствуешь не только ты сам, но и взрослые. И если вдруг у тебя что-то случилось, то, естественно, обращаться за помощью к близким взрослым, ну, тем взрослым, которые находятся сейчас с тобой рядом. Также умение пользоваться приемами оказания первой медицинской помощи. И обратите внимание, такая интересная фраза, психологической помощи сверстникам в экстремальных ситуациях. То есть дети очень часто, когда, ну, бывают сейчас случаи, когда у детей, допустим, внутричерепное давление высокое, и бывают часто носовые кровотечения. И некоторые детки очень сильно этому пугаются. И поэтому в данной программе уделено внимание на то, чтобы дети умели оказывать психологическую помощь, то есть успокоить сверстника, чтобы он не так сильно переживал, и сказать ему, что нужно делать в этой ситуации. А Когда мы были, вот я еще была маленькая, да, нам говорили о том, что когда идет носовое кровотечение, нужно запрокидывать голову. Сейчас же все-таки говорится, что этого категорически делать нельзя, потому что мы не знаем, какой объем крови пойдет носом, и ребенок может, и взрослый человек может, в общем-то, захлебнуться своей же кровью, поэтому голову мы, наоборот, опускаем сейчас вниз. Техника безопасности в детском саду и дома. Еще один подраздел в подготовительной группе. Ну, мы тут опять же видим, что необходимо умение пользоваться всеми телефонами, в экстренных случаях умение пользоваться бытовыми электроприборами, но, естественно, под контролем взрослого. Умение владеть правилами пользования в различных ситуациях, да, в том числе, если мы находимся в транспортном средстве, и умение, допустим, как себя вести, если ты потерялся, если к тебе подходят чужие люди, что нужно делать при тех или иных моментах. В программе, опять же, напомню, что все очень подробно написано и прямо конспектами уже представлено. Безопасное поведение в мире природы. В подготовительной группе, мы сейчас как раз ее рассматриваем, необходимо умение узнавать растения, животных, которые представляют опасность для человека. Потому что мы помним, что наши дошкольники, они имеют свойство много чего тащить в рот сразу, да? И им все хочется попробовать. А есть растения, которые ядовитые, но имеют, допустим, различные ягодки, которые привлекательны для детей. И чтобы вот этого не было, детки должны, конечно, знать и те или иные растения и животных, которые могут представлять угрозу. В современном мире, наверное, уже последние несколько лет все чаще мы встречаем в нашей республике, что лесные животные выходят в города, выходят в села, в деревни. И, конечно, нужно говорить детям о том, что это тоже опасная ситуация, и чтобы они могли вовремя сообщить взрослому и ни в коем случае не бежать, потому что хищник понимает так, что это как раз жертва, раз она бежит, и еще больше угрозы для ребенка и для другого взрослого возникает. А, Мы очень подробно остановились на вот программе предыдущей, да, то есть детский сад «Дом радости». Почему? Потому что там, вот с моей точки зрения, вот я проанализировала много программ, но там наиболее подробно раскрыты все задачи, которые связаны с безопасностью наших воспитанников. Сейчас мы с вами остановимся только на
моментах, которые ну, в других программах раскрыты, просто в каких образовательных областях они говорится о безопасности ребенка, с какого возраста. Так вот, программа от рождения до школы, начиная с первой и младшей группы, мы видим, что в социально-коммуникативном развитии есть раздел формирования социальных представлений, умений, навыков, и есть отдельно подраздел формирования основ безопасности. Мозаика тоже комплексная программа, она тоже предусмотрена с раннего возраста. И здесь мы видим подраздел освоения основ, да, собственной безопасности и окружающих. Немножко меняется это название в другой программе. Это программа вдохновения. Там уже со второй младшей группы идет данный раздел формирования основ безопасности в быту, социуме и природе. В общем-то, так же, как называется сегодня наша тема вебинара. В программе детства тоже со второй младшей группы предусмотрено формирование основ безопасности. В общем-то, такой же абсолютно раздел, как и в предыдущей группе. Программа «Мир открытий» тоже комплексная. Здесь предусмотрено формирование безопасности со второй младшей группы. И обратите внимание, что безопасность здесь имеется в виду в природе, на улице и в помещении. А со средней группы уже добавляется экологическая безопасность и безопасность в общении. Кроме того, отдельным пунктом безопасность в области физической культуры идет в образовательной области физическое развитие. Программа вдохновения. Точно так же физическое развитие, область физического развития подразумевает, что должна быть отдельная программа здоровье, гигиена, безопасность. И здесь есть раздел по профилактическим мероприятиям безопасности. Данная же программа имеет дополнительную подпрограмму, она называется «Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья». Неважно, какой у нас ребенок, мы здоровый, с особенностями развития, но тем не менее о безопасности его мы всегда заботимся и, в общем-то, его самого приучаем к безопасному поведению. В зависимости от особенностей развития ребенка, то есть от нарушений, да, скажу открытым текстом, от нарушений развития, от видов, здесь, конечно, безопасность может немножко различаться. Допустим, если у нас детки слабовидящие, то им необходима дополнительная мера ориентировки в пространстве. Ну, допустим, должна быть ровная поверхность, должны быть опознавательные знаки, которые большего объема, чем для других детей, должны быть рельефные поверхности, для того, чтобы ребенок понимал, где край, за что можно держаться, за что нельзя держаться. Если детки у нас, допустим, имеют нарушение опорно-двигательного аппарата, то здесь мы говорим о том, что если это в рамках безопасности, должны быть определенные размеры и габариты и техники, и мебели, расположения, да, то есть чтобы ребенок мог спокойно пройти, не задев ничего, не при этом, чтобы он мог, если он спокойно пройдет, значит, он не упадет, и чтобы он где-то что-то случайно не задел ни рукой, ни ногой, чтобы у него был доступ спокойно и в помещение, и к различному оборудованию, которое находится и на территории детского сада, и в самой групповой комнате. Программа «Истоки». Тоже мы видим со второй младшей группы начинается разделы по безопасности. И самое интересное, наверное, что в отличие от всех остальных программ, здесь педагогу необходимо уделять внимание тому, что нельзя все время говорить «нельзя», да? А это нельзя, то нельзя. Нужно приводить альтернативные варианты. То есть, что нельзя делать, а почему можно? Иначе у ребенка возникает ощущение, что в этом мире нельзя абсолютно все. Такого, конечно, быть не может. А если нельзя одно, то значит можно что-то другое. А что это? Ребенок не всегда знает. Поэтому взрослому нужно об этом говорить. Ну и правильное экологическое поведение. Ну, это то же самое, что уже было нами выше сказано. Экономное поведение, то есть сколько нужно брать бумаги, допустим. Да? Дети у нас очень часто готовы забрать всю пачку бумаги
себе на стол и ни с кем не поделиться. Но экономное поведение нам говорит о том, что нужно брать только столько, сколько тебе нужно. Плюс, если у тебя что-то еще осталось, ты можешь поделиться со своими сверстниками. А, Следующая программа, примерно адаптированная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи. Здесь у них тоже есть отдельный раздел «Безопасное поведение в быту, социуме и природе». Со второй младшей группы данный раздел уже тоже активно включается в работу с дошкольниками. Несмотря на то, что кажется, что эти дети, ну, наверное, не столько сильно отличаются от других детей, в отличие от, допустим, детей слабовидящих или детей с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата, но тем не менее здесь тоже есть свои особенности, потому что некоторые дети не всегда хорошо понимают на слух что-либо, да, поэтому возможно здесь использование дополнительных карточек для обеспечения понимания того, что можно ребенку, что нельзя. Ну и, в общем-то, проговаривать детям сложно, раз они имеют сложное нарушение, да, речи, проговаривать им сложно, поэтому сложно объяснить близким взрослым, что же вдруг случилось в экстремальной ситуации. И взрослому здесь необходимо обращать внимание на то, что для ребенку потребуется больше времени для объяснения какой-либо ситуации. Для этого нужно быть морально готовым и понять ребенка даже иногда просто в эмоциональном плане. Существует также, это мы с вами рассмотрели комплексные программы, существуют также отдельные парциальные программы, которые посвящены только безопасности. Ну, допустим, программа формирования культуры безопасности. Прямо так и написано. От 3 до 8 лет. То есть мы здесь видим, что данная программа идет в области социально-коммуникативного развития, как, ну, в общем-то, наверное, как дополнительная к ней. Данная программа, она предусматривает и календарно-тематическое планирование, и различные конспекты, и подборку специальной художественной мультипликационной литературы, да, различных музыкальных произведений. Здесь уделяется так же, как и в других программах, внимание безопасности в природе, на улице, в общении, в помещении. Еще одна парциальная программа «Мир без опасности», тоже со второй младшей группы. Здесь в первую очередь уделяется внимание культурно-гигиеническим навыкам, дальнейшем социальной безопасности, то есть безопасности в мире людей, общения с окружающими, дорожной, пожарной и экологической безопасности. В общем-то, это уже то же самое, что мы с вами рассмотрели в предыдущих моментах. Здесь внимание обращается на то, что в простой и неприхотливой форме в общении, в играх, в слушании сказок, просмотре мультфильмов обращается внимание взрослого на те или иные моменты безопасности и соблюдения тех или иных норм и правил поведения. Ну и таким образом в такой неприхотливой форме ребенка можно приучить к правилам безопасности во всех тех моментах, которые указаны в данной программе. Ссылки на литературу у вас представлены, да, но хочется сразу оговориться, что на сегодняшний день существуют эти программы, которые мы с вами озвучили, но данные, как навигатор образовательных программ, он может постоянно пополняться. Поэтому вот сегодня авторами разработано столько программ. Возможно, через какое-то время они пройдут апробацию и будут уже какие-то новые программы либо в области безопасности детей, либо в каких-то других образовательных областях. Поэтому за навигатором программ вы периодически посматриваете, что там, какие изменения появляются. Наши контакты остались теми же. Напоминаем вам, что если у вас возникают какие-то вопросы, либо вы хотите поделиться своим опытом, протранслировать его на республиканском уровне, вы тоже можете обратиться к нам, и мы вам поможем в разработке материалов, если это потребуется, либо, может быть, в направлении вас в какой-либо иной деятельности, для того, чтобы вы могли в дальнейшем поделиться своими интересными и наработками с коллегами, которые тоже заинтересованы в тех или иных образовательных моментах. Спасибо за внимание.